Все-таки в своей деятельности по сохранению татарского языка и культуры, наших древних обычаев, мы большое внимание уделяем мусульманству, религиозности нашей молодежи. Потому что через религию, через мусульманство, через хазрятов раньше, они сыграли огромную роль в сохранении татарского языка. Когда не было у нас государства своего, не было руководства своего, и только благодаря хазрятам, проповедям, вагазям был сохранен татарский язык. Марджани. Во время проповедей Марджани ввел и светское обучение. Установку давал. 30 лет, по-моему, он здесь возглавлял эту мечеть Марджани. Мы сегодня были на экскурсии в этой мечети, еще раз о нем услышали. Больше надо о таких богословах, как Марджани и другие, больше рассказывать нашей молодежи, чтобы они знали их. Поскольку мы занимаемся с молодежью, мы собираем деньги на ифтар. В сборе денег участвует от где-то 1700-800, где-то до 2000 людей. И человек 200, наверное, студентов, они складываются по 50 рублей, кто-то по 70 рублей. Важно не сумма, а важно участие. И трапеза эта вечерняя во время Рамадана, она должна быть, наверное, коллективной, это очень важно. Собираться несколько семей. Если в подъезде живут мусульмане, татары, у религии нет татары, азербайджанцы, нет нации. Все мусульмане. Нужно приглашать соседей, приглашать родственников, накормить постящего нужно постараться. Мы примерно проводим от 10 до 15 ифтаров. Наша организация отличается тем, что у нас отдельный ифтар татаро-башкирский, и у нас отдельный ифтар татаро-тюркский. У нас при штабе татар организовано такое бизнес-сообщество, коммерческая структура. Они нам помогают, во время проведения ифтаров. Но в данной ситуации очень важным является, чтобы люди, кроме поста, понимали, что такое ифтар, чтобы они какие-то боязненные были не только в стенах мечети, во время ифтара, чтобы они повседневно не забывали о присутствии Аллаха, о своем поведении, они задумались не только над своим, но и над окружающим подсказать. Если кто-то из окружения делает что-то не то, мы должны, конечно же, подсказывать. Мы должны помогать соседям, помогать неимущим, помогать пожилым людям. Во время этого месяца мы стараемся быть аккуратными в выражениях, в поведениях, в образе жизни. Это Аллах нам дает шанс измениться. И мы после ифтара должны и дальше так себя вести, конечно. Перед ифтаром мы проводим несколько раз акции «Первый намаз». Мы объясняем молодежи, что такое намаз, что его не надо откладывать на завтра. Если у вас есть сегодня надо сделать намаз. И с сегодняшнего дня нужно, к ифтару подготовиться, на следующий год не откладывая, постараться месяц этот провести вместе со своими мусульманами, братьями, вместе, держать пост. Пищеварение, настроиться заранее, уже ограничить себя в приеме пищи за месяц, особенно за неделю. Днем уже вы должны настраиваться. И здесь не только еда, а ваше духовное состояние, ваши мысли, о чем вы думаете, какие у вас планы, чем вы живете. Вы должны задуматься, и должен выработаться диалог сам с собой. Правильно ли я делаю? Что я не так делаю? Помогаю ли я окружению? Потому что все это прописано в Коране. Вам все это расскажет хазряты. Не надо от себятины, все это прописано. Есть определенные правила, которые прописаны в Коране. И вам хазраты проведут всегда разъяснительную работу. Поэтому первый намаз мы, конечно же, берем молодежь и к ним приглашаем знающих хазрятов.
Есть хазраты уже, значит, взрослого поколения, у нас много хазратов молодого поколения, которые более близкие, доступные, значит, вот воспринимаются молодежью лучше. Вот мы их соорганизовываем этой встречи и организовываем вот эти ифтары. У нас есть подшефная мечеть вот в Агрызском районе, в Красном Боре. Мы там проводим обязательно ифтар уже 7 лет. Каждый год собираемся там. Стараемся во время ифтара, конечно же, по мере возможностей помочь нашим знакомым, мечетям, хазратам. Вот эта работа у нас тоже большая ведется. И надо отдать должное, что все-таки вот бизнес-группы, наши бизнесмены, они очень к этому относятся. И не только мусульмане. У нас есть чуваши, есть православные татары, другие нации, которые также готовы помочь мечетям в этот священный месяц. Вот мы это очень ценим. Вот чем мы отличаемся? У нас не просто ифтар. Мы обязательно перед ифтаром, у нас очень долгий идеологический такой разъяснительный вягась. Вот это у нас обязательный атрибут такой, разъяснительный вягась о ифтаре, о жизни. Мы вот эти религиозные темы, мы заранее перед ифтаром уже обсуждаем между собой. Поскольку мы не государственная организация, мы самодостаточная, самостоятельная организация, мы себе в обсуждении, может быть, позволяем немного большего. Например, мы обсуждаем совместные браки. В каком случае можно никьях, в каком нельзя. Мы обсуждаем похороны в браках, где разных конфессий муж и жена. Какие трудности бывают во время, значит, похорон. Мы также это обсуждаем. И одной из больших проблем татарской нации то, что это ассимиляция, конечно. Ассимиляция, и когда происходят совместные браки, муж или жена татарка, в 90% в этой семье татарский язык уже заканчивается навсегда, и татарская культура. У нас штаб проведением ифтаров занимается все 25 лет. Просто раньше у нас акцент ифтаров был на аксакалов. С каждым годом у нас ифтаров становится больше, с каждым годом вовлечение молодежи становится больше, но у нас штаб вот после проблем с татарским языком, у нас же штаб расширился, будем говорить, да, всего лишь второй год. У нас вот один из наших последних проектов, это группа в Телеграме, которую мы создали, 430 человек. Это только студенты, там первый, второй курс в основном. И вот мы второй год будем с ними, конечно же, проводить ифтар. Вот эти студенты на наши ифтары, очень многие приходят первый раз в жизни. И важно им объяснить, что это такое, значимость, нужность, глубину понимания этого ифтара. Всех с месяцем предстоящим Рамадан поздравить, все с нетерпением его ждут. Например, у нас в штабе 4 раза выступала Валерия Порохова. Она рассказывала, что она с нетерпением ждет этот месяц, и она рассказывала самый результативный ее труд, объем трудов, которые она делала, приходится именно на этот месяц. Вы понимаете, 30 дней вот такого сдержанного режима, он всегда благоприятно решает все проблемы. Вы же помните, что 1000 лет назад Пифагор принимал к себе на обучение мальчиков, которые голодали 40 дней. 40 дней, не 30, а 40. Очищение ваших мыслей, очищение вашей души, вашего сердца и так далее. Поэтому я всегда жду Рамадан с очень большим вот внутренним каким-то драйвом, таким вот этим словом, может быть, которое сейчас не очень... Вот придет Рамадан, и я смогу выложиться по полной программе. Поэтому, значит, всех заранее поздравить с этим ифтаром. Давайте мы будем готовиться к нему и морально, и, главное, духовно, и все вместе.